То, что делает Амур, это очень важно. Не только для Ингушетии, вообще для истории. Это важно для истории. А его у нас много. Когда мы начинали снимать здесь в Таргиме, первые сцены, помощь правительственных структур административных каких-то было чисто на индивидуальных каких-то отношениях, каких-то личных знакомствах. Мака Аушева нам очень помогла, потому что она со многими людьми познакомилась, в МЧС там, и так далее, и так далее. Многие люди по своей собственной инициативе в свое рабочее время, там, да, после своего рабочего времени оставляли все свои дела, которые работали в структурах, и нам лично помогали. А второй раз, когда мы уже здесь снимали, когда завершающие сцены мы здесь снимали, было заседание правительства, вот, и Магомед Евлоев, который был вице-премьер, вот, он нам очень помог в том смысле, что он собрал все службы, и очень нам все помогали, конечно. Потому что если бы мы это снимали где-то в другом регионе, у нас бы физически бы не хватило ни денег, ни ресурсов. Вот, за это им большое спасибо. Люди все, в принципе, я нигде здесь не находил такого, чтобы, знаешь, когда мы снимали с IT, чтобы как на сайте кто-то лошадь продал, который нас снимал с первых дней. Там, да. На следующий день нам пришлось баллончиком красить другую лошадь, потому что она уже в кадре была. Здесь уже более так ответственно подходили, видели масштаб уже. Это был не как на сайте уже. Техники много, массовки, костюмы и так далее. От людей я не видел здесь недопонимания. Вот. Ну, были какие-то, конечно, люди, которые скептически к этому относились, смеялись, спрашивали, зачем тебе это нужно. У меня не было ответа на этот вопрос, зачем мне это нужно было. Да. Там 500. Какая третья? 503. Красивое место, понравилось. Ну что, закончился первый съемочный блок. Спасибо всей команде, спасибо артистам массовых сцен, спасибо всей съемочной группе и спасибо этому прекрасному месту Ингушетии. Мир, любовь и добро только здесь. Спасибо. Да будет так, как ты сказал. А теперь сними фуражку НКВДшную. Можно. Хорошо, спасибо вам. Сложно было очень в Казахстане, потому что не соблюдались договоренности. Мы не могли с помощью нашей киностудии, ингушской киностудии, проводить обычные расчеты. Нам приходилось выдумывать. Нам очень помог Али Ханхоев, Гагиева, семья Гагиевых. Вообще очень много ингушей в Алмате. Мы под Алматой снимали. Очень много нам помогли. Но несмотря на это была моя личная проверка на прочность. Потому что ситуации возникали разные. То мы кран сломали технический, который камеру держал, в него въехал мотоциклист. То у нас было одно, то другое, то у нас всей съемочной группы в 50 человек утром, перед съемками выставляли на улицу. Вот. И это было колоссальное давление. В какой-то момент я думал, что я просто не выдержу. Но с помощью Аллаха, с помощью Всевышнего мы это прошли. Плохой контент. Начинается, короче, он там пацаны туру раскладывают. Ты думаешь? Ну так. Мы готовы?
Поэтому, ну, интересно, что вот молодым придумали, потому что это такая, конечно, история. Что я не люблю, вот когда все это состаривают, наклейки какие-то делают, это все неестественно сразу смотрится. И тут вдруг осенило Амура, что это надо так сделать. И сразу все, энергия пошла, сразу все начало взаимодействовать. Съемки – это один организм, в котором каждый орган должен функционировать верно и не перетягивать на себя кровь ни в капле. Мы старались максимум держать балансом. Вот, я думаю, что у нас сегодня получилось. Все профики, все как бы очень хорошо и правильно исполняют свою работу, поэтому как бы вот. Амур – это человек, который знает со студенческой скамьи. Это очень талантливый человек. Если он снимает кино, он снимает не для денег, не для славы. Ему это надо. Вот он хочет снять кино об ингушах, об истории ингушей, о трагических моментах, не обвиняя кого-то, а попытаться понять эту проблему, как так могло случиться. Столько бед навалилось на эту небольшую, в общем-то, республику. Он снимает об этом. И мне это очень приятно, что он меня пригласил как педагога вот в этот фильм, где он сделал все условия, пошел. Ну, замечательную атмосферу создал. У него очень хорошее, ну, как чутье вообще органики, правды в кадре. Я больше скажу, если такие режиссеры есть, надо в Ингушетии делать студию. Не одного режиссера, а целую студию. Есть операторы, и студии, а почему это очень важно? Кино, сколько вы ни говорите об Ингушетии, вы не получите такого авторитета, когда человек не увидит кино. Кино как образ Ингушетии, людей, уклады, с ошибками, не ошибками, всех разных. И вот здесь, вот на это нельзя жалеть денег. Ингушское кино. А кому легко сейчас? Вообще никому. Устал, Амур? Нет. Не привыкать, да? Не видно по мне, да? Что не устал. Не, ну представьте, что мы 3 года работаем над этим кино, и наконец мы на финишной прямой, да, вот. Азиз, сразу сажаю ее.
вообще эту идею, когда мы начинали, конечно, у меня не было никаких там конечных точек. Были только реперные точки, по которым я должен был двигаться, а конечно какого-то результата я даже о нем не думал. Будет ли это признание ингушей и Кавказа в целом, будет ли это огромные кассовые сборы, или признание в каком-то киномире, да, выиграть какие-то фестивали. Я об этом абсолютно не думал, я думал только о том, что мне нужно сделать дело, за которое я взялся. Стоят в момент развода. Да, художники на месте, дворники уже. Он охмалый. Молодец. А я как объяснить, кого играю? У меня, Ильяс его зовут, моего героя. Он такой бывалый очень парень, сидел там несколько раз, такой блатной, одним словом. Ну, они по детству вместе с хирургом, вместе в детстве выросли в Казахстане, с тех пор они знакомы, и вот их судьба свела уже в советское время, как говорится, в наше время, уже дома на Кавказе, и вот у них происходят вот эти вот события, движения, в общем. Он просто помогает, как бы мой герой, он помогает вот доставить, в общем, вот этого хирурга куда-нибудь вывезти, помогает ему выехать за пределы республики, так как все перекрыто. Сегодня мы снимали сцену Тязит, похороны. Сегодня хоронили Измайлова, и вот я подвожу хирурга на машине, он заходит, я его жду, затем он выходит, и я уезжаю, увожу его. Вот такая коротенькая сегодня сцена была. Мне нравится тем, что я на 21-й Волге, во-первых, катаюсь. Мне это очень нравится, я люблю эту машину, конечно, это кайф. Так, да и вообще мне вся вот эта вот обстановка, вся вот эта тусовка наша киношная, я люблю. Вообще вот в такой атмосфере бывать, это мое, я чувствую, мне кайф, у меня, знаешь. Для меня участие в съемках картины «Письмо», во-первых, меня переполняет гордость, что меня вообще взяли в эту картину. Почему? Потому что это ингушское кино, а я ради ингушского кино, скажем так, готов на все, пусть это пафосно будет выглядеть, всегда готов и всегда я есть, в общем. Мои пожелания, чтобы этот фильм был воспринят нашей республикой, нашим народом в первую очередь. Конечно, на ура, чтобы все просто ахнули, что можно такое вообще снимать про ингушский народ. Ну и, естественно, за пределами нашей республики тоже мы надеемся, что как надо, в общем, достойное место займем. «Письмо», играю Ахмеда Куштова, по большому счету национальный герой. Это человек, который донес письмо до ЦК. Как мы с режиссером определили, после его поступка лед тронулся. Не могу сказать, что он сразу активно добился возвращения ингушей на историческую родину, но после этого действительно все началось, как у Аверченко, все заверте. Это ответственно. Это, когда мне Амур предложил эту роль сыграть, это, я сказал, большая честь.
Потому что, да, по сути, это байопик, и играть исторического персонажа – это всегда ответственно. Но, с другой стороны, мы решили создавать образ, и кино у нас все равно остается художественным, а не документальным. Англичане говорят «based of true story». Поэтому на основе исторических событий. И то, что я вижу, как снимает оператор и как решает эту историю Амур, это художественное произведение, очень красивое. Мне кажется, что не кадр, то открытка. В общем, играю героя Ингушетии, хирурга. Ну, если говорить в целом, задолго до начала этих съемок я с большим желанием оказаться здесь и не опоздать очень мало спал, проснулся на 1,5 часа раньше времени. Приехали мы сюда с другом, в итоге переоделись вот в эту одежду, там дали некоторые атрибуты. Роль-то она достаточно несложная, не то, что это достаточно несложная, она в принципе несложная, но сам этот процесс, он немножко заставляет задумываться над тем, как профессионалы, большие актеры играют эти роли, и насколько это сложно оказаться в объективе камеры и быть самим собой, и всю эту работу оценить. Поэтому день был достаточно интересный, несмотря на то, что моя роль была очень короткая, небольшая. Но наблюдать за всем этим достаточно интересно было. Первый фильм, снятый Амуром, «Сейти сын Зоули», я посмотрел с большим удовольствием в кинотеатре, повел туда всех, кого можно, всех знакомых. Съемочной бригаде, всему коллективу желаю, чтобы... я знаю, что есть определенные моменты сложности, ни в коем случае не останавливались, двигали только вперед, и чтобы этот фильм был большим началом великого будущего и самого Амура Амирханова как режиссера, и вообще в целом всей съемочной группы. Историческое кино очень сложное. То есть тебе же надо постоянно думать, что у тебя в кадре находится. Тебе постоянно надо думать, какой костюм, какой стакан, какой газетный киоск, какая книга. То есть все тебе нужно, эту вселенную создавать с нуля. Тем более снять 70-е годы здесь, в Ингушетии, это довольно-таки сложно. Потому что здесь вообще ничего не было. Мы все собирали по крупицам, кое-что привозили. Но почему вот именно это кино снимал оператор-постановщик Александр Родин? Потому что он строит классический кадр, идеально работает со светом. И моя задача была сделать такое классическое, красивое кино с большими, широкими планами. Вот. Я надеюсь, что у меня это в какой-то мере получилось. Скорсезе, наверное, меня вдохновляет. Иньярриту, да. Вот этот стиль. Вот туда надо стремиться. Такой реализм в художественной оболочке.
Амуре забрать у него ключи от белого джипа. Зураб. Грин. Илюх, постреляй влево. Амур. Вы можете ба, даже ба перекрыть. На я понял. Главное, чтобы ба перекрывала. Можем он... Вот так. Так, сейчас. Не знаю, левее его можно? Левее. До упора. Вот максимум. Еще, получу его, наворачиваю против часовой стрелки. Смотри. Внимание, репетиции приготовились. По команде подписанты выходят. Тишина. Они профессионально работают. Был рад очень. Прикинь, даже. Да, переделали много, что там сделали. Ну так. 73-й. Да, 16 по 19 января. Стоп. Дубль.
Да, действительно, это мой первый визит, и не только на данное мероприятие, но и вообще на съемочной площадке. Я на самом деле приятно удивлен, очень положительные эмоции, мне очень понравилось, посмотрел, прослушал, работу актеров увидел, на самом деле очень сильно завораживает и мне очень сильно понравилось. Дело в том, что, как для всех не является секретом, это первый ингушский фильм, который уходит и тем более выпускает наша ингушская национальная киностудия. Данный сюжет и данный сценарий был одобрен Министерством культуры Российской Федерации, глава республики Махмуд Али Макшиев тоже непосредственно был знаком. И самое главное, это история Ингушетии, это трагическая память в истории ингушского народа, это о выдающихся личностях ингушского народа, поэтому не оказать поддержку ни правительства, и в целом весь кабинет министров не мог. Поэтому с удовольствием оказывали и будем оказывать эту помощь. Я желаю им, чтобы фильм завершился указанные в соответствии с графиком сроки, чтобы он получил как можно больше премий и чтобы следующий фильм тоже был не за горами. Чей рюкзак? Чей рюкзак? В багажнике у тебя есть номера наши. Убегается к вам байкеры, все оттуда, пожалуйста, берите с той стороны. Куда срочно убираем? Подожди, Сань, подожди. Держись на ней. Вот сейчас женщины пошли, да. Зачем возможность, зачем тебе показывать, если далеко? Начали!
А у меня оператор был золотой, он говорит, тачку в сторону. Совсем недавно я был в Министерстве культуры России и отправлял письмо на имя министра культуры России. Вот, и я опускал это письмо в ящик, где для приема корреспонденции, подумал о том, что надо Адаму Загу обязательно отправить этот кадр, как будто письмо, вот оно, это письмо, которое должно дойти до самого верха. Каким-то мистическим образом, я уже говорил об этом, каким-то мистическим образом сам этот фильм «Письмо», он повторяет саму судьбу этого письма. Я точно уверен в том, что как бы то ни случилось, когда он выйдет в прокат, кто его увидит, я не знаю, все в руках Всевышнего. Вот, но я точно уверен в том, что это письмо, оно должно дойти до своего адресата. Вот это письмо, которое они написали в 1972 году, идея этого письма, не досконально, не буквально его повторение, а идея этого письма, оно должно дойти до адресата. А адресат – это наши потомки, это наши дети, это наш народ. И те, кто хочет узнать этот народ, те, кто любит этот народ, те, кто понимает его традиции, те, кто уважает его. Вот я хотел бы, чтобы это письмо, этот фильм, он дошел до адреса. И тот, кто должен был его прочитать, чтобы он его прочитал.